Конституции Кыргызской Республики 30 лет. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи радио продолжает подкаст «Баш Майзамы». У микрофона Ирина Егенбаева. Кыргызстан 5 мая отмечает один из главных праздников государственности – День Конституции Кыргызстана. Дата установлена в честь принятия первого основного закона после обретения республикой независимости в 1991 году. 5 мая 2023 года исполняется 30 лет со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Высшими ценностями государства были провозглашены человек, его жизнь, права и свободы. В этом документе получили свое закрепление принципы суверенитета, народовластия, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. 30 лет минуло со времени принятия главного государственного документа. 5 мая 1993 года Верховный Совет Кыргызстана, прозванный в народе легендарным парламентом, принял новый основной закон страны. Он закладывал фундамент дальнейшего развития республики после обретения государственного суверенитета. Основной закон неоднократно подвергался изменениям с тех пор, как в 1993 году легендарный парламент из 350 депутатов утвердил Конституцию независимого Кыргызстана. Что же нам говорит история? Прошло ли конституционное развитие Кыргызстана тернистый путь? Как изменился Кыргызстан через 2 года после конституционной реформы? Гость сегодняшнего подкаста «Баш Майзамы» профессор Зайнидин Курманов. Зайнидин Карпекович, здравствуйте. Здравствуйте. Зайнидин Карпекович, вот уже совсем скоро, 5 мая 2023 года, исполнится ровно 30 лет со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Зайнидин Карпекович, согласны ли вы с тем мнением, что Конституция Кыргызстана – это не только основной закон страны, но и своего рода мерило нашей жизни? С этим трудно не согласиться. По Конституции, как она выполняется, как она соблюдается и защищается ее основное положение, мы можем судить об этапах развития киргизского общества. Прошло 30 лет, срок небольшой. Конечно, есть куча проблем, которые необходимо устранять, делать домашнее задание, бороться с ошибками, с недостатками. Но общество, оно инертно. И поскольку мы привыкли жить в условиях идеологемы и партийных директив, то возродить и восстановить верховенство закона, законопослушность граждан, дело оказалось весьма сложным и трудным. И за один присест мы эту проблему решить не смогли. О чем свидетельствует частая смена Конституции. Много, конечно, у нас романтики, наивности. Мы знаем, что Конституция в других странах работает и работает эффективно, но, к великому сожалению, это результат длительной эволюции. Первая Конституция была принята в 15 веке еще в Польше. В 19 веке она была принята в Соединенных Штатах Америки. И эта Конституция оказала очень серьезное революционное влияние на весь мир. Практически мы сейчас живем не под, скажем, сильным влиянием британской революции или французской конституции, а вот именно американской конституции, которая неузнаваемо изменила мир. Но мы не стремимся сейчас измениться неузнаваемо, поэтому у нас идет работа. И, видимо, потребуется значительное время, чтобы восторжествовала Конституция, верховенство закона, чтобы люди перестали пытаться обойти Конституцию, поставить себя выше Конституции, строго следовать Конституции, принимать законы в соответствии с буквой и духом Конституции. То есть предстоит еще большая работа. Поэтому я бы был далеко от тех бравурных заявлений о том, что Конституция принята, все проблемы решены. Теперь вопрос стоит об исполнении Конституции. Тексты написали, текст неплохой, система сдержек, противовесов, балансов, но есть же другая неформальная практика, которая нами управляет, когда мы жили без Конституции и не обращали
вниманию на Конституцию. Вот в соседнем Казахстане произошла смена власти. Президент Назарбаев свои полномочия, привилегии закрепил в Конституции жесткими статьями. А что в конечном счете, чем это все закончилось? Все эти жесткие гарантии были выкинуты в мусорку одним мгновением движения руки. Поэтому не надо думать о том, что можно обхитрить или обойти Конституцию. Надо строго исследовать, и тогда какие-то нормы жесткие, которые защитят тебя, обезопасят на перспективу, не надо будет выдумывать. Поэтому все граждане Кыргызстана должны понять, только неукоснительное соблюдение Конституции сверху донизу может быть гарантией нашей безопасности, нашего процветания и экономического, социального и культурного развития. Если Конституцию будут о нее вытирать ноги, как это было на протяжении 3 десятков лет, и не только в Кыргызстане. Есть страны, которые, например, латиноамериканские страны, которые Конституцию меняли ежегодно, а иногда и дважды, трижды в год по количеству военных переворотов. Вот Аргентина, Бразилия, Колумбия и так далее. И что? Приходил следующий диктатор, который переписывал Конституцию под себя, и все продолжалось по-прежнему. И только лет 30-40 тому назад латиноамериканские политики поняли, что дело не в том, какая Конституция, а вся проблема состоит в том, соблюдается ли она, защищается ли она строго. И от этого зависит будущее страны. И вот как только они начали строго соблюдать Конституцию, сразу прекратились военные перевороты, страны стали на путь устойчивого и динамичного развития, и прежде небогатые, слаборазвитые страны, например, как Чили, вырвались вперед и демонстрируют успешный путь развития. То же самое можно сказать и о ряде африканских стран, которые, казалось, на первый взгляд не имеют никаких перспектив. Ботсвана, Руанда, Кения. Они тоже демонстрируют приверженность Конституции и очень стабильно и успешно развиваются. Вопреки тому, что большинство африканских стран, где не соблюдается Конституция, и все время переписываются эти Конституции, и идет бесконечная череда военных переворотов, тем не менее, вот эту практику как раз африканские наши товарищи, партнеры, как бы доказывают, что законопослушность, верховенство закона характерно для всех народов и не зависит от климата, менталитета или каких-то иных условий. Нам надо строго следовать выбранному курсу, и власть должна жестко требовать от всех, без исключения, строгого выполнения Конституции. И тогда будет порядок, развития и демократии. Зайнидин Карпекович, 11 апреля 2021 года в стране прошел референдум по принятию проекта новой редакции Конституции, и граждане определили почти 2 года назад будущее страны. Новый проект Конституции, он предполагал президентскую форму государственного управления, а это значило, что вся ответственность за решение и развитие нашей страны будет зависеть от президента. То есть это ответственность, это будущее нашего государства, судьба 7 миллионов человек, которые проживают в Кыргызстане. По истечении последнего времени, по истечении вот этих вот почти 2 лет, Зайнидин Карпекович, что-то изменилось за это время, по вашему мнению? Процесс принятия решений стал быстрее, потому что в условиях полупрезидентской республики, или как ее называли, в 2010 году мы якобы перешли к парламентской форме правления. При этих формах правления процедура обсуждения решений требует множества и длительных согласований. И как бы реформы тормозятся. Президентская форма правления, она эффективна в условиях реформ, когда страна переходит от одной цели к другой и решает сложные задачи. Поэтому отвечает за все решения, принятые в стране и не принятые, глава государства, который является, согласно новой Конституции, не только главой государства, но и главой правительства, исполнительной власти. Поэтому все, что будет сделано за эти 5 лет и последующие годы, надеюсь,
за все будет отвечать президент. И президентская форма правления показала свою эффективность хотя бы вот на примере Узбекистана, которая в период, они с самого начала ввели президентскую форму правления, не стали там заигрывать с массами, зарубежьем дальним, сразу ввели президентскую форму правления, которая была наиболее привычна, исторически предопределена существованием там различных восточных деспотий, там Каканского ханства и прочих ханств, где власть была сосредоточена в руках суверена абсолютного. Поэтому они добились ощутимых успехов. У нас была полупрезидентская форма правления, она тоже эффективна и показывает свою эффективность только в тех странах, где строго соблюдаются законы, где существует верховенство. Ее особенность состоит в том, что президент в полупрезидентских республиках выступает как гарант Конституции, выступает как арбитр между ветвями власти, гарант прав и свобод человека, но не как глава исполнительной власти. Главой исполнительной власти он становится только в том случае, если на парламентских выборах его партия или партия, которая его поддерживает, получает большинство голосов. Тогда он превращается в президента президентской республики. Он работает и может выполнять свои предвыборные обещания. А у нас как сложилось? Президент практически обладал колоссальными полномочиями, управлял всем и вся, в том числе и правительством, но ни за что не отвечал. И вот это безобразие продолжалось на протяжении длительного времени. Во всем было виноваты парламент, были виноваты судьи, были виноваты прокуроры, были виноваты контрольные органы, силы безопасности, МВД, были виноваты премьер-министры. У них, сколько у нас их сменилось уже на сегодняшний день? 33 человека. Вот эта чехарда и объясняется. Всегда искали виноват, но президент при этом был белый и пушистый. Сейчас конкретно мы вещи назвали своими именами. Не было полупрезидентской республики. Это была фикция, фейк. Не было у нас и парламентской республики. Это тоже был обман народных масс. У нас продолжала сохраняться президентская форма правления. Неформально. Сейчас четко прописано, президент за все отвечает. На следующих выборах ему может быть объявлен импичмент в случае нарушения Конституции, вмешательства в дела парламента и прочее. Но поскольку действующего президента практически невозможно отправить в отставку, это не только наша, но и международная практика, то президент проходит проверку на следующих выборах. Если его избрание подтвердится, народ будет доволен его деятельностью, народ даст ему еще один мандат на 5 лет. После этого президентом он уже быть не может никогда, потому что у нас Конституция запрещает более 2 сроков. Не подряд, а просто более 2 сроков. И каждый раз к власти будет приходить следующий президент, который будет также отвечать за деятельность всего государства и правительства. Это, я думаю, по крайней мере, честнее. Сейчас, по крайней мере, можно найти адресат. И президенту не на кого свалить свои провалы и недочеты. Ну вот помните, перед тем, как пройти референдуму, сколько было споров, сколько было перипетий, что может измениться в Кыргызстане с принятием новой редакции Конституции. Очень часто звучал вопрос, помню, насколько твердая рука одного ответственного лица может улучшить ситуацию в нашей стране. Я помню, если бы за моей спиной не был длительный опыт преподавания конституционного и международного права, может быть, я бы оказался среди этой толпы. Но я-то знаю, чем отличается форма правления. Поэтому сказал с самого начала, что никакой трагедии от того, что мы перейдем к президентской форме правления, не произойдет. Все формы правления, если они строго соблюдают правила, все прекрасны. Америка является лидером демократического мира, там президентская форма правления. Во Франции тоже президентская, полупрезидентская форма правления. В Польше, Финляндии, во многих странах, в Южной Корее президентская форма правления.
демонстрирует, скажем так, стабильное экономическое развитие и процветание. Плохая форма правления та, где не соблюдаются законы и конституция. Понимаете, вот в этом суть. А у нас была псевдопарламентская республика, поэтому вопрос состоит в том личном качестве президента, его убеждениях, его взглядах, его смелости, его политической воле, как он понимает государство и свою миссию, и многое зависит от общества. Как соблюдается Конституция? Что у нас? Я помню, говорили, что с приходом, с установлением президентской формы правления у нас наступит диктатура, мракобесие, средневековье, и всех оппонентов будут сжигать на кострах, как и в Англии в XVI веке. Но ничего такого нет и не было. Другое дело, вопрос. Общество, гражданское общество и президент, власть, парламент, другие властные органы должны сотрудничать и взаимодействовать друг с другом. Потому что если сильное правительство, вот, например, есть Китай, там, Сингапур, Малайзия, Южная Корея, в чем отличительная особенность этих систем? Там сильное правительство, исторически, традиционно, потому что первыми китайцы ввели экзамены на госслужбу, поэтому у них традиционно сильная власть. Поэтому все реформы делает сильное правительство. Если правительство не сильное, и ты не уверен в его силе, воле, желании, стремлении, то тогда необходимо реформы делать в союзе с гражданским обществом, бизнес-сектором, потому что гражданское общество и бизнес-сектор подчас имеет преимущество перед государством в решении тех или иных задач. Вот главное это сотрудничество и взаимодействие, взаимопомощь, а не вражда и конфронтация. Но вот западная традиция, она имеет вот эту вражду и конфронтацию, там разделение ветвей власти и непримиримая борьба. Но на Востоке есть и другие традиции. Мы же все-таки восточное общество. Понимать одну вещь, что на Востоке больше власть и гражданское общество должны сотрудничать. Гражданское общество, бизнес-сектор всегда следует за теми, кто сильнее, у кого больше возможностей. Ну и путем сотрудничества влиять на власть, чтобы она не смогла сделать серьезную ошибку, которая повернет развитие страны в другом направлении. Вот эта опасность существует при диктатурах. Государство поворачивает не туда, и некому подсказать, что страна повернула не туда. Вот здесь как раз важна роль гражданского сектора, политических партий, общественных организаций и бизнес-сектора. Корректировать друг другу, помогать, как это происходило в Европе. Почему в Европе устойчивая демократия? Потому что как только кто-то из этих многочисленных стран поворачивал не туда, другие страны, гражданское общество возвращало эти страны на верный путь. Верный путь. Вот сейчас идут во Франции вот эти митинги, что-то там с пенсионным реформой не согласны. Власть удила, захватила в зубы, там не выполняет. Они играют с огнем. Нетаньяху в Израиле сразу, например, сказал, что приостанавливает реформу судебной системы. Там же надо понять тонкости, нюансы. Только специалисты могут понять. Нетаньяху правильно сделал. Он же 15 лет находится у власти в стране. Он же 3-й или 4-й раз становится премьером. Человек опытный. Он знает свое дело. Макрон, в отличие от Макрона, который, может быть, еще недостаточно опытен, но попал под влияние каких-то сил, которые не хотят уступать требованиям масс. В Париже собираются миллионные толпы. Миллионные. И не забывайте, что во Франции, Париж, там было 4, 5-6 революций, которые изменили мир. Не согласна с пенсионной реформой. Конечно. Нельзя шутить с такими делами, когда речь идет о таких крупных интересах. Если бы они собрали там 20-15 человек, как это делает у нас, поменяйте конституцию там и так далее, и 15 человек выводят. Для чего выводят миллионы людей? Для того, чтобы показать, что есть движение, которое не остановится на этом. Посмотрите, сколько нас. Мы из вас, это же там электоральная демократия. Там
партии, политики перед тем, как принять решение, всегда смотрят на мнение электората. Если оно не совпадает, они никогда не будут выступать против них. Понимаете? А у нас выводят 15-20 человек и требуют там, не знаю, там, ну просто это с точки, я как политик прошлый говорю, ну, соберите хотя бы 10 тысяч человек, если сможете. Поэтому надо ответственно подходить к нашему развитию и к нашим возможностям. Надо исправлять ошибки, надо идти вперед, надо учиться у других государств, у своего собственного опыта, если мы хотим что-то реально сделать. Зайнидин Карпекович, вот бытует мнение, что каждый гражданин должен знать дух и значение основного закона страны. Правильно ли я понимаю, что любой гражданин страны должен прежде всего осознавать, что без основного закона страны, без Конституции не может быть суверенного государства, и что только верховенство закона гарантирует права, свободы граждан, а также, самое главное, регулирует их обязанности перед другими людьми? Конечно, я не скажу, что чтение Конституции приносит кому-то удовольствие. Это очень сложный документ. Если не иметь соответствующей подготовки, его просто чтение ничего не даст. Поэтому прочитать хотя бы в целом, знать его основные положения, свои права, гарантии, какие есть, надо для того, чтобы быть вооруженным перед нашей бюрократией, перед недобросовестными чиновниками, судьями, милицейскими, которые сами не знают законов и подчас не знают, что они нарушают и что они делают. Вот в Фейсбуке же часто вот посты показывают, где полицейские или там милиционеры не знают своих обязанностей. Их просто наняли для того, чтобы избивать толпу, понимаете? Надо работать с ними и объяснять, в чем. Потому что полиция — это представители власти, и они ходят по улицам, задерживают для того, чтобы они таким образом обеспечивают исполнение законодательства. Ну, а каждый гражданин, главное, должен понять одну вещь, что неукоснительное соблюдение законов касается не только их, но и власти. И власть должна здесь демонстрировать пример, быть образцом того, как они законопослушны. Если они не будут соблюдать сами законы, которые сами же пишут, то тогда грош цена этим законам и всем этим реформам. Потому что простые люди, они прекрасно понимают. Поэтому не случайно говорят, эти законы пишут для нас, простых людей, а для себя они не выполняют. Вот недавно один депутат там нарушил закон. Молодец, написал заявление, ушел, потому что действительно он сделал правильный поступок. Он нарушил Конституцию, он нарушил Уголовный кодекс, поэтому он правильно сделал решение. Но посмотрите, что пишут в Фейсбуке. Что там пишут? Это же ужас, просто прочитаешь. Он поступил как законопослушный гражданин. Все, кто нарушает законы, должны уходить, если это не позволительно, скажем, депутатам, министрам и так далее. Поэтому в этом направлении, мне кажется, нужна очень серьезная работа. Очень серьезная работа сейчас. Не просто экономические реформы. Нужно и заниматься вопросами эстетики, этики, нравственного воспитания, морали. Потому что без морали, без нравственности не может быть процветающего государства, не может быть процветающего конституционного строя, не может быть ответственного гражданина и так далее. То есть все взаимосвязано. И не надо откладывать на будущее. Мол, сначала решим экономические проблемы, а потом возьмемся за другие. Вот эти проблемы экономические будут легче решать, если будет достаточно зрелое общество, будут зрелые партии, будет ответственный парламент, будут ответственные судьи, которые будут выносить решения согласно Конституции, а не то, что ему сказал ближайший начальник. Вот тогда начнется позитивная, страна начнет просыпаться и превратиться в такую огромную стройку, лишиться вот этого провинциальности, захолустного вида, вот такого. Знаете, иногда выйдешь на улицу, смотришь, жизнь должна кипеть, у нас же реформы идут, у нас мало времени, а такое впечатление, что никого не интересует ни мусор на улице, ни разбитые тротуары, не грязные там аллейки, разбитые там. Вот такое ощущение, как будто мы в Африке живем. Поэтому нужно
мне кажется, ускорить движение. И тогда люди увидят, что налоги, которые я плачу, оказывается, с пользой расходуются, а не просто проедаются или там списываются. Понимаете? Люди хотят увидеть работу, живую, активную работу. Мне кажется, вот в этом плане очень хорошо, что вы вот эту передачу провели, потому что у нас существует такое мнение, что достаточно написать Конституцию, и все задачи будут решены. Вот у нас были президенты, которые так и думали. Я подписал указ, а почему не выполняется? Там же надо еще проследить, промониторить, почему не выполняется, заставить выполнять законы. К сожалению, вот. То есть, иначе говоря, Зайнидин Карпекович, необходимо соблюдать законы, следовать нормам Конституции, платить налоги, о которых вы чуть ранее сказали. Да. Иначе говоря, в стране есть Конституция, благодаря которой в нашей стране мир и согласие. Конечно. Нам что главное? В чем проблема? У нас людей много, но нету граждан. Что такое гражданин? Это ответственный человек, который отвечает за свою судьбу, за свое будущее, за будущее своих детей. Понимаете? Вот если у нас Конституция, согласно этой Конституции, появятся ответственные граждане, многие проблемы, власть получит таких союзников, такое громадье союзников, о котором даже не мечтал. Сейчас они практически борются как Дон Кихот с мельницами, в одиночку. А многие проблемы у нас в одиночку не решить. На этом подкаст «Башма и Замы» подошел к концу. Напомню, что сегодня гостем подкаста был профессор Зайнидин Курманов. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беренчи радио. Конституции Кыргызской Республики 30 лет.